Меня зовут Кристина Лизунова, я рада приветствовать зрителей и читателей Якутия Дейли. Сегодня наш разговор пойдет о ротавирусе, как его отличить от другой кишечной инфекции и о его симптомах, как его лечить, конечно, об этом мы тоже поговорим. На эти и другие вопросы нам ответит заведующая бактериально-диагностическим отделением Кожухова Жанна Витальевна. Жанна Витальевна, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, я надеюсь, что есть такие люди, которые не встречались с ротавирусом. Что такое ротавирус и какие симптомы основные для него? Ротавирусная инфекция – это острая кишечная инфекция. Она вызывается вирусом, который называется ротавирус. Рота не от того, что через рот, а от того, что у него форма колеса идет, рота, колесо. Сопровождается повышением температуры тела, диарейным синдромом и синдромом интоксикации, а также дегидратации. Это обезвоживание. Характерных отличий ротавирусной инфекции у детей и взрослых практически нет. Основное идет это повышение температуры. Единственное, что в отличие от других кишечных инфекций, стул будет водянистый, желтый, водянистый, что и обуславливает, особенно у детей, тяжелую дегидратацию. Да? Чем и опасен он, что может у маленьких детей вызвать быструю дегидратацию. Если вовремя не принять меры, то ребенок, конечно, не до летального, но до реанимации может до себя довести. Как в основном отличить от другой кишечной инфекции именно ротавирус и что нужно предпринять в этом случае? Конкретных отличий вы не найдете. Все кишечные инфекции проявляются одной и той же симптоматикой. Температура, диарея, интоксикация. Единственное, что нам могут помочь, это тесты, исследования на именно ротавирус и исследования на бактериальные инфекции, если это есть. Особенно это эшерихиозы могут возникать, как тоже может быть диарейный синдром водянистый, да, эшерихиозы. Это только бак-посевы. Вот мы и в нашем больнице мы исследуем на ротавирусы, адено и норовирусы, и в бак-лаборатории исследуются на все другие вирусы. Бактерии это патогенные и непатогенные, условно-патогенные. Я правильно понимаю, что ротавирус настолько серьезен, что лучше не предпринимать собственноручно никаких, так скажем, лечений самостоятельных, а лучше всего обратиться к врачу? Не только ротавирус, но и все острые кишечные инфекции требуют к себе внимания и, конечно, наблюдения врача. То есть врач должен осмотреть всегда ребенка, решить вопрос, есть обезвоживание, есть интоксикация. Если это необходимо, то ребенок будет госпитализироваться в наше отделение. Я точно не могу сказать, где я слышала, но я слышала о том, что если ребенок переносит ротавирус в детском возрасте, дошкольном, то якобы вырабатываются антитела к этому ротавирусу. Но мне кажется, что, наверное, любая кишечная инфекция может встретиться в любом также возрасте. Что вы скажете на этот счет? Любая кишечная инфекция не дает стойкого иммунитета. То есть иммунитет типа специфичен. Ротавирус тоже имеет много разных типов. То есть вы заболели типом первого, потом можете заболеть второго, и иммунитет будет у вас только не более 3 месяцев. То есть через 3 месяца вы можете опять заболеть ротавирусом. Как чаще всего он передается? Чаще передается это пищевой путь. Водный из них это водный путь заражения, то есть через грязную воду, потому что вирусы, те фильтры, которые стоят у нас для обеззараживания воды, да, не содержат противовирусных фильтров, их нету. Есть антибактериальные, да, и то не везде, а противовирусных нету. В любом случае надо пить кипяченую воду, чтобы не заразиться ротавирусом. И чаще это, если в семье есть очаг, кто-то заболел, то семейный очаг тоже имеет в виду, то есть контактный путь заражения тоже есть. А кто все-таки сложнее переносит этот вирус, взрослые или дети? Дети, потому что они более восприимчивы к этому вирусу. Наиболее восприимчивый возраст для детей – это от 3 месяцев до 3 лет. Поэтому чаще у нас эти дети и есть. Но у нас же сейчас создана вакцина Ротатек, да, от ротавирусной инфекции. Сейчас ей прививаются, и мы видим такой результат, что ротавируса у нас как бы становится меньше, не так, как раньше. Но у нас поднимает голову другой вирус, норовирус, который тоже мы обследуем. Он становится, да, а норовирус и у детей маленьких, и у взрослых встречается.
Раз уж мы заговорили о норовирусе, а норовирус как проявляется? Все вирусные диареи проявляются одинаково. Тоже водянистый стул, температура, рвота и лихорадка. Единственное, что можно отличить по клинику, например, бактериальную и вирусную кишечную инфекцию. Да? При бактериальной это сальмонеллез, может быть дизентерия, у нее свои особенности, и вирусную. Мы их можем различить, да, похоже на бактериальную, похоже на вирусную, да, в этом плане. Но нам точно скажет только тест системы, которой мы обследуем детей. Как правило, взрослые на себя менее внимательно обращают внимание и думают, я отравился, полежу денек и все. Чем опасно вот такое вот к себе, так скажем, пренебрежение? Пренебрежение, ну, опасно, если есть в семье маленькие дети, он может заразить этого маленького ребенка, и тот, если у него заразит его, то он может его, конечно, попасть в больницу, этот ребенок. Да, взрослые, есть такие случаи, да, что, да, могут болеть, и тоже тяжело могут болеть этой кишечной инфекцией, но, как правило, быстро восстанавливаются. Ну, взрослый организм, конечно, восстанавливается быстрее. Что вы посоветуете молодым родителям, особенно тем, кому нужно вот поймать на ранней стадии такой вирус? Вирус, ну, чаще вирус начинается с температуры и с рвоты, ротавирусная инфекция, да, рвота. И в зависимости от того, как пойдет оно может начаться с рвоты, потом перейти на температуру, потом жидкий стул. Может быть просто рвота быть, при этом жидкого стула не может быть. В любом случае надо обратиться к участковому педиатру, который осмотрит вашего ребенка, спросит ваш анамнез, как, чего, с чего началось, что ребенок принимал. И от этого уже будет зависеть лечение ребенка. То есть все сделать вовремя надо. Появилась рвота, проконсультируйтесь. Как обычно проходит лечение? Насколько я знаю, что это, как правило, капельницы, антибиотики. Для вирусных диарей, да, действительно проводится с дегидратационной целью инфузионная терапия, да, и то по показаниям, если ребенок действительно обезвожен, он не может принимать жидкость через рот, таблетки. Антибактериальная терапия на вирусную диарею не назначается, только если есть микс-инфекция. То есть может быть у ребенка и вирус, и бактерия. Только в этом случае, если мы выявлены бактериальную инфекцию, предполагаем, что это вирусно-бактериальная, тогда, конечно, будет ему назначена антибактериальная терапия. А так, основное лечение у вирусных кишечных инфекций – это энтеросорбенты, может быть, смекта, энтеросгель, биопрепараты необходимые, да, и либо это отпаивание оральной регидратации, либо это инфузионная терапия, это парентеральное лечение. Спасибо вам большое, Жанна Витальевна. Я в любом случае посоветую всем обращаться все-таки к врачу, а не лечиться самостоятельно. Да, совершенно верно. Спасибо.